финал сейчас. Эдуард Латыпов. Лидер подошел. Лидер с просветом. Отстает Поршнев сейчас. Ему трудновато. Латыпов уже прихватил Цветкова. Но это стойка. Ветер слева очень опасен. Промах у Матвея. Подходит Поршнев. Цветков первым выстрелом промахивается. Денег на этой стойке железобетонный. Молодец! И вот он будет сейчас проходить контрольную отсечку, а Елисеев поодаль. У Цветкова круг, у Поршнева 2. Нет, захлебнулся Никита в этом преследовании. Посмотрите, 4 секунды отделяют лидера Латыпова от вице-лидера Елисеева. У Гаранчева промах. Готовится стрелять. Напоминаю, друзья, что с сегодняшнего дня я возглавил тренерский совет СБР. Теперь не просто комментатор. Будем работать вместе. Это приятно. И я как руководитель совета, конечно, сейчас смотрю за Латыповым, за Елисеевым, чтобы давать уже дальше непосредственные рекомендации Каминскому. Оглянулся, теперь разбирайтесь друг с другом на радость нам. Вот это борьба. И Эдик, который справился с 2 стойками. Ну, Латыпов, Камышла, как там дела? Выступает за Башкирию, Елисеев москвич. А у нас работа за бронзовую медаль. Ну и Эдуард Латыпов, конечно же, друзья, нам нужен сейчас в прямом эфире Матч ТВ. Слово коллеге Левко. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Эдуард Латыпов. Эдик, ну прежде всего про последнюю стрельбу. Видел, когда уже все отстреляли, даже так обернулись. На что обратили внимание, на что смотрели? Ну, смотрел в первую очередь, посмотрел, как Матвей стрелял, и понял, что будет зарубан на последнем кругу. Понял, что будем сейчас работать вместе. Знал, что в третий очень далеко, и уже будем друг друга караулить. И вот, в принципе, так посмотрел, чтобы уже примерно прикинуть тактику на последний. Поделитесь вот этой тактикой, которую вы прикинули, как раскладывали силы. Ну, тактику это придержу при себе, не буду рассказывать. То есть это какие-то козыри и секреты, которые никто не знает? Ну нет, но кто биатлонист, думаю, в курсе и знает, как это делать. Но думаю, просто тактическая борьба была. Именно я выбрал тот сильнейший участок, где мне легче всего дается, и попробовал сделать там отрыв. Вот, в принципе, получилось. Ну, мы-то знаем, кто финишер. Вы так для себя, наверное, убегая уже с последнего огневого рубежа, понимали, что медаль золотая почти в руках? Нет, Матвей очень сильный, он может упереться в последний круг, и зная его спринтерские качества, что он на равнине очень силен, и он может терпеть, я это прекрасно понимал, знал, и так что, уходя на последний круг, я не думал, что будет легко, я знал, что будет очень такая жесткая борьба. Когда Елисеев пересекал финишную черту, он так поаплодировал, глядя в вашу сторону, вы как это поняли? Такое ощущение, что вам хлопал. Ну и, честно, этого не заметил, но, наверное, поблагодарил зрителей, болельщиков и себя, да и просто сегодня гонка была такая очень интересная, я думаю, что всем она понравилась, была конкурентная борьба, и лидеры менялись с каждым рубежом, так что было сегодня интересно и для нас, и для зрителей. Ну и в заключение еще нюанс, который мы накануне обсуждали, качество и подготовки лыж. Сегодня как? Потому что погода у нас еще плюс поменялась. Сегодня отлично работали лыжи, я очень доволен. Спасибо сервису, сегодня все было очень хорошо, и я на это даже не обращал внимания, просто ехал и уже работал чисто, выполнял свои задачи сегодня. Не думаю о лишних мелочах вот этих. Ну и супер, последний вопрос. По вам такое ощущение, что после этапов Кубка мира еще какие-то силы остались, так ли это? Ну, силы-то остались, но чувствую, что это уже резерв, и усталость все равно есть, восстановление идет медленно. Нужно дать организму, думаю, передохнуть.
Спасибо большое, Эдуард Латыпов. Еще раз вас поздравляем. Первое место. Эдуард Латыпов. Внимание, друзья, сейчас обещанная церемония награждения Эдуарда Латыпова. С победой, убедительная победа в гонке преследования. Виктор Майгуров и руководитель югорского спорта Артамонов вручают золотую награду. Эдик был третьим в спринте. Сегодня первый Второе место. в гонке преследования. Второе место у вчерашнего победителя именинника Матвея Елисеева. Поздравляем Матвея с серебряной наградой. А вот третье место достается не Семену Сучилову. Он дисквалифицирован за использование двух обоим. Обидно и очень досадно. Таково решение жюри. И третьим в гонке преследования, стало быть, становится Максим Цветков. И вновь Максим Цветков на пьедестале. У нас снова те спортсмены, которые были накануне на пьедестале, с разными, конечно, результатами сегодня, но, тем не менее, поднимаются. Сучилова жаль, но Цветков, согласно правилам, с 4-й позиции поднимается на 3-е место. Но я думаю, что больших эмоций от этого все-таки, как мы наблюдаем, Максим Цветков не испытывает и не вешает медаль. Молодец, Цветков.